то, что написал Шишкин, я никогда не превзойду его. Никогда. Природой нужно наслаждаться, наблюдать, и нужно ее впитывать в себя. И все, что осталось у тебя в памяти, вот это нужно писать. А то, что не осталось, я могу написать километр зеленого леса и километр зимы. 10 километров. Ну и что это даст? Это никому ничего не даст. А вот то, что ты вышел из леса, и тебя ошарашило где-то с солнцем, ты какую-то увидел корягу красивую, ты увидел кусок, мы же не говорим, что природы всю, а кусочек природы. Вот этот кусочек нужно писать. Я знаю, что если это нужно мне, нужно всем. Поэтому я пишу как стихи по памяти. Я беру одно яблоко и пишу из него 10. Одно яблоко вращаю просто в руках и пишу 10. А яблоко для меня символ. На сегодняшний день символ моего творчества. Потому что никто не может сказать, что оно, могут сказать все, что зеленое оно или красное, тяжелое оно, легкое, дряблое оно или твердое. Но никто не может сказать, сладкое оно или кислое, пока не попробует. На самом деле это гениальный художник. На самом деле это энергетически мощная личность. Это личность, на которую летят. Там такой мыслительный процесс. И вот когда вот то, что у него в голове, когда это все выплескивается на полотна, Никольский становится уже, ну как-то может быть, тут уже часть Никольского мы видим через его картины. Вот я написал, и зрителю хочется спросить, а что вы написали? Я говорю, знаете, если бы я был писателем, я бы вам прочитал. Если бы был поэтом, я бы вам тоже прочитал стихи. А я написал то, что я думаю на сегодняшний день. И каждый зритель должен видеть то, что он хочет там видеть сам. Он меня пригласил к себе в мастерскую, показал свои произведения. Они меня тронули глубиной вот такой вот и непосредственностью. И таким вот глубоким художественным чутьем. И вот ведь вся жизнь иронична. И вот этой серьезной ироничностью они меня затронули, эти его картины, эти его полотна. И я периодически, время от времени мы встречались, и я наблюдал, как он рос как мастер и как человек.
каждому художнику в этой жизни нужно где-то что-то главное сделать. Можно по мелочам, а можно главное сделать. Вот мне повезло, я думаю, всем повезло, кто принимал участие. Группа собралась энтузиастов, мысли, идеи. Все это обсуждалось на штабе угловой администрации. И непосредственно здесь, вплоть до 12 часов ночи. Это просто горели все, будем говорить так, горели. Я вот жил у Зотина Михаила Юрьевича на даче. Мысли, идеи, все обсуждали там. И с ним тоже. Он принимал тоже здесь участие непосредственно. То есть он был первый, кому я рассказывал, что здесь будет. Мне интересно, значит, здесь отметить одну деталь такую, что вот есть две тропы. Одна прямая, крутая, вторая медленная, такая, подъем, казалось бы. И вот человек, когда поднимается по ней, она как бы сделана для людей пожилых или страдающих какими-то заболеваниями, или просто хотят медленно прогуляться и здесь посмотреть. Я говорю, вот вы наверх поднимались, вы уставали или нет? Все говорят, нет. Я говорю, почему это происходит? Ну как почему? Потому что, говорит, там медленный подъем. Но я говорю, верхняя эта точка все равно же та же самая. Отметка над уровнем Камы, если взять даже. Да. Но я говорю, вы заметили, что вы не устали. А почему это произошло? Ну как опять мне говорят, что это же более пологий подъем. Я говорю, ну пологий, не пологий. Я говорю, еще в чем причина? Так вот, причина в том, и это редко кто замечает, в том, что этот подъем разбивает на несколько частей. Человек делает несколько шагов усиленных, и потом он встречается с какой-то эмоциональной картинкой. В данном случае там есть балкон сначала, это вид на Каму. Человек хочет, не хочет, он все равно зайдет туда и посмотрит. Потом он дальше поднимается, там есть камень имама. Потом дальше поднимается, там бассейн, потом опять смотровая площадка и так дальше, и так дальше. И человек, стоя, разгружаясь, отдыхая, не замечает, как он поднялся наверх. Я считаю, жизнь его на благодатной почве Нижнекамска удалась, его заметили, его уже уважают, его знают, его помнят в лицо, его уже как-то встречаются с ним и здороваются. Это самое главное, что он является одним из главных лицом, творческим лицом города, с которым всегда приятно работать. И знаем, что если что-то поручим, если что-то делаем, всегда получится вместе с ним очень красиво и добротно. Люди приходят и уходят, а творения их остаются. Вот, и Володины вот творения, они будут жить в веках, и о нем будут говорить наши потомки. Вот это вот главное. В первую очередь нужно было изучить историю этого родника, чтобы не делать его новым. А святой, святость его пропала бы, если бы, вы представляете, если каждый приход нового контингента молодежи, там, молодой творческой молодежи, захотелось бы делать свой родник здесь, то от него бы ничего не осталось вообще. Поэтому мы изучали материалы, в частности, вот я читал всю эту диссертацию, в Елабуге один, значит, профессор защитил. Вот, и по максимуму исходили, используя весь рельеф, естественный камень, который здесь находился. То есть создать, ведь здесь же на этом роднике выросло не одно поколение людей. И, наверное, хотелось сохранить для них. Они уже выросли, естественно. И им хотелось, чтобы там без изменений просто его собрать, почистить и сделать таким, каким он был при Стахилеве. Вот вся задача была. Я хочу сказать о Володе как о прекрасном человеке,
о друге, который умеет ценить дружбу, создавать отношения, создавать настроение. Ведь, вы понимаете, популярность приходит, вот человек работает долгое время, с годами приходит известность там и так далее. Бывает она такая дутая известность, бывает вот известность. Вот человек умер, понимаете, забегали там, вы знаете, какой человек был, оказывается, с ума сойти, а вот мы-то и не заметили, он среди нас жил. Вот. Но может быть, если бы они ему в свое время, когда его заметили, они бы помогли ему осуществить то, что он задумал, то это, может быть, было гораздо главнее. Ведь я, например, думаю так, что любой творческий человек, он же не требует совершенно обалденных условий, там, колоссальных денег для себя. Вот мне, например, по жизни, мне, чтобы только дали возможность работать, если не могут помочь, хотя бы не мешали. И тогда, наверное, вот любому творческому человеку было бы в жизни гораздо полегче. Цель жизни — быть как максимально полезным и себе, и людям, которые тебя окружают. Вот, наверное, такая цель. И то, что мне отведено как художнику, по максимуму, вот сколько отведено по жизни, все это осуществить. Вы понимаете, вот все говорят, дайте нам условия, постройте нам мастерские, постройте мансарды, мы вам напишем шедевры. Так не бывает, ребята. Когда у тебя много краски, когда у тебя много еды, много денег, стоят мерседесы, ты ничего не сделаешь. На мерседес надо ездить. Краску нужно выдавливать. Выдавишь, ее нужно исписать, а башка не работает. Творчества нет. Поэтому, а сидит мужичок в сортире, в поезде, и на туалетной бумаге пишет шедевр, который завтра бестселлер вообще по всей стране, по всему миру. Вот творчество. Вот это творчество. Нам говорят, для того, чтобы на сегодняшний день что-то делать новое, нужно знать историю. Ребята, историю писали сотни тысяч людей, веками, и каждый писал на свой лад. Вот представьте себе, я сейчас уйду в эту историю. У меня жизни не хватит, вот я нахватался всего этого, я знаю, что такое хорошо, что такое плохо.
А уже передать и что-то сделать или написать самому книгу или картину у меня уже нет времени. Меня иногда спроси, какой день сегодня. Я просто не знаю, я не наблюдаю. Вот, наверное, говорят, счастливые часов не наблюдают, а я даже дней не наблюдаю. Вот, потому что хочется успеть в этой жизни и все реализовать, все мысли свои. Ну, не знаю, наверное, самая лучшая картина — ту, которую еще не написал. Отчаянный? Ну, отчаянный — это бесшабашный по-другому. Отчаянный — это по полной программе, в хорошем смысле, беспредельщик такой вот по жизни, который, ну, в любой коллектив вписывается и сразу становится гвоздем программы. Вот, наверное, отчаянный — это вот в моем понятии. Ну, отчаянный, вот я заметил такую вещь, вот люди, которые занимают определенные должности какие-то, значит, они себя ведут очень осторожно, особенно при начальстве там и прочее. Вот. А мне в этой жизни терять нечего. Меня никто не уволит никуда. Я совершенно свободный художник по жизни. И вот все мне завидуют, говорят: Вова, ты можешь и пойти на работу, можешь не пойти. То есть у меня работа мастерская. И вот утром я выхожу, курю на лавочке, вот идут, за одним Волга приехал, с другим. Я говорю: ну что, как бы на рыбалку? Какая рыбалка? Что ты? У меня там планерка, совещание туда-сюда. Ну счастливый. Вот все. Вот так вот.